Здравствуйте! Вы смотрите «Вестник Русского географического общества» и я его ведущий Рустам Сиразидинов. Недавно произошло событие, которое, несомненно, войдет в анналы истории развития географических знаний в Башкирии. Впервые жители республики, кстати, к ним присоединились и любители географии из других регионов и даже стран, писали малый географический диктант Республики Башкортостан. Подобный опыт первый в России. Малый географический диктант – это совместный проект Башкирского отделения Русского географического общества и Башкирского государственного педагогического университета имени Мифтахиддина Акмуллы. Открытая просветительская акция направлена на проверку и углубление географических знаний у всех желающих. Наша идея, она ведь возникла в связи с тем, что у нас был столетний юбилей Республики Башкортостан, и поэтому мы решили попробовать провести этот первый региональный диктант. И сейчас, вот именно почему 7 февраля, завтра 8 февраля, День науки, и поэтому мы решили приурочить именно ко Дню науки в пятницу, чтобы в выходные люди не собирать во время учебы, чтобы во всех школах на одном уроке, чтобы все провели. Цель этого диктанта у нас какая была? Ну, мы все знаем, что уже 5 лет проводим международный географический диктант, где все вопросы по России. И как-то так получается, что в школах, например, наши школьники, конечно, хорошо, что они знают мир, знают все другие страны зарубежные, а выясняется, что они свою республику, свой родной край не очень хорошо знают. Цели разные были. Вот несколько целей. Во-первых, чтобы мы знали, и ребята, дети тоже, чтобы знали свой край, как-то в целях патриотического воспитания, с краеведческим подходом. И вообще сейчас у нас очень хорошая тенденция, мы как-то лицом стали поворачиваться в сторону географии, потому что до этого география считалась всегда ненужным, второстепенным, третьестепенным предметом. А вот в последние годы это очень отрадно, это очень хорошее явление, радостное явление для нас, для географов, что мы стали обращать на географию. Малый географический диктант проходил в режиме онлайн ровно сутки с 7 на 8 февраля. Дистанционное участие в нем можно было принять на сайте диктанта. Мы первый диктант проводим в формате онлайн. Здесь была только одна только площадка, а вся остальная республика и желающие, которые проживают не в нашей республике, все они проходят онлайн. На сайте нашего университета нужно зайти на bashdict.ru, и, пожалуйста, вот сегодня в 11:00 открылась эта страница, и она будет доступна ровно сутки до 11:00 по уфимскому времени завтрашнего дня. Письменно на 35 вопросов, касающихся географии, истории и этнографии Башкортостана, ответили студенты и преподаватели педуниверситета, представители регионального отделения РГО и, в их числе, почетный председатель отделения, известный путешественник и писатель Камиль Зиганшин. Мне кажется, без сомнения надо делать традиционным. И чем шире это будет проходить, тем лучше. Важно то, что любой может, сидя у тебя дома или там где-то в каком-то учреждении, выделить 40 минут и ответить на эти вопросы, проверить свои знания. Не надо обязательно какие-то площадки создавать. Это у нас просто показательная площадка, чтобы видели, что это диктант прошел, и очень много было студентов, очень приятно. Все ушли с хорошим настроением. 40 минут в аудитории имени Мустая Карима в 3-м корпусе педуниверситета звучали вопросы малого диктанта. В каком районе находится самая высокая гора Южного Урала Ямантау? Где находится мавзолей Хусейнбека? Как называется первый в России геопарк? Первые 100 участников диктанта, набравшие 100 баллов, после проверки вопросников и онлайн-ответов будут награждены памятными призами РГО, а каждый, написавший диктант, получит сертификат участника. Еще одно важное мероприятие, организованное Русским географическим обществом. Видео-викторина на лучшее знание географии России где-то в мире.
Башкирское региональное отделение Русского географического общества представляет. Отправиться в путешествие и побывать на необычном уроке географии. Уникальный проект для школьников от Русского географического общества. Географическая видеовикторина «Где-то в мире». Видеовикторину среди старшеклассников Уфимской школы номер 49 организовал самый молодой действительный член РГО в Башкирии, студент географического факультета Башгосуниверситета Данил Денисов. Его поддержали Башкирское отделение РГО, Уфимский молодежный клуб РГО «Астерия», столичная мэрия и мультимедийный исторический парк «Россия. Моя история». 60 коротких видеороликов в формате викторины и 60 вопросов погрузили участников и зрителей в увлекательный и безграничный мир исторических тайн и загадок России, невероятных географических открытий и великих русских первооткрывателей и путешественников-исследователей. Еще одну пещеру. Ее уникальность в том, что в ней содержатся ледяные скульптуры, очень красивые. И как эта пещера называется? Соревновались 8 команд старшеклассников. Всего в викторине приняли участие 80 ребят. Ответы команд оценивало компетентное жюри. Команды-победители были награждены дипломами Русского географического общества, а также призами от Башкирского отделения РГО и мультимедийного исторического парка «Россия. Моя история». Мне эта идея пришла в голову на географическом диктанте Русского географического общества 2019 года. Я при просмотре этих роликов, которые еще и на телеканале «Мир» были, при просмотре этих роликов мне пришла в голову идея, что со школьниками можно будет провести подобный проект, и он будет успешен. Сегодняшняя экспериментальная викторина показала, что все в принципе хорошо. Можно уже начать работу и над районной викториной, и над общегородской викториной, если в этом будет интерес и в других школах. Но уже на исполнительную дирекцию приходит заявление, что они тоже хотят поучаствовать в викторине. Поэтому мы продолжим работу над этим проектом. Проектом Данила Денисова уже заинтересовались в столичной мэрии и в отделах образования. Кстати, к участию в проекте приглашаются все школы Уфы. Заявки принимаются в исполнительной дирекции Башкирского отделения РГО. Недавно были подведены итоги всероссийской акции «Серая шейка-2020» в Республике Башкортостан. На этой неделе в Уфе прошло награждение самых активных участников этой акции. На территории нашей республики акция «Серая шейка-2020» проводилась при поддержке регионального отделения Русского географического общества. Были предусмотрены призы за самые интересные наблюдения в рамках учета зимующих водоплавающих и околоводных птиц, а также призы для самых активных участников. Всего в Республике Башкортостан участниками акции «Серая шейка-2020» стали 100 человек. Зимующие водоплавающие околоводные птицы были посчитаны в Уфе, Белорецком, Гафурийском, Мелеузовском, Бурзянском, Краснокамском, Нуримановском, Словацком районах и городах Давлеканово, Мелеуз и Стерлитамак.
По данным учетов, на обследованной территории на зимовку остались 9 особей чомги, более 2270 особей кряквы, 12 лебедей-шипунов, в том числе 3 взрослые особи и 9 молодых, 77 гоголей, 89 особей большого крохоля, 5 орланов-белохвостов и 27 аляпок. На сегодня это вся информация. Я с вами прощаюсь и предлагаю посмотреть увлекательный фильм «Искатели приключений», снятый на Красном море. Вас ждут интересные встречи с обитателями подводного мира. Всего доброго! Подводный райский сад, живая энциклопедия ихтиосферы, купель человечества, некрополь затонувших кораблей. Красное море можно называть по-разному, и каждое название соответствует действительности. Далеко не случайно апологет подводного мира и первый подводный исследователь и натуралист капитан Жак-Ив Кусто свое путешествие длиной в целую жизнь начал с экспедиции по Красному морю. В который раз я со своими товарищами и единомышленниками вновь прибываю в эту загадочную и уже далеко не такую спокойную страну, какой она была раньше. Смутные времена спустя тысячелетия опять пришли на берега Красного моря. Однако никакие смуты и волнения не смогут остановить искателей приключений, для которых прогнозы погоды намного важнее политических прогнозов. Нас, уфимцев, в этом морском сафари чертова дюжина. Причем, чтобы достичь начальной точки приключения Синайского морского порта Травка-Марина в Шарм-эль-Шейхе, нашей группе пришлось разделиться. Не все смогли вылететь из Уфы. Нашей «семерке» сначала пришлось в плацкарте на поезде приехать в Самару и уже из самарского аэропорта Курумач добираться по воздуху до Синайского полуострова. Вот такое многоступенчатое путешествие к Красному морю. Как бы там ни было, добрались. В Шарме нас встретили представители компании «Синай Сервис». И вот мы уже в Травка-Марина, а экипаж пятизвездочной яхты VIP One грузит наш багаж. В Шарме около 7 вечера, но такое ощущение, что уже глубокая ночь. К нашей чертовой дюжине присоединились наши московские коллеги. Алексей Будаков путешествует с нами уже не первый год. На этот раз он пригласил и своих друзей Марину Орлову и Данилу Жарова. На яхте нас встречают уже ставшие для многих родными лица команды. 3 Мухаммеда, 2 Ахмеда и еще 2 Махмуда. В общем, не перепутаешь. Неделю с нами будут работать 2 гида – москвич Петр Глотов и лондонец Хуч. Хуч плюс ко всему еще и штатный подводный фотограф яхты, мой коллега. Первый вечер на яхте, первый ужин в кают-компании и инструктаж. После Травка начинается заповедник Рас-Мухаммед и идет он до Шарк-и-Аланда. Да? Вот здесь самая южная конечность. Помните про то, что обезвоживание, так как делаем по 4 дайва в день, вот пейте побольше водички, хотя бы литра 3. Заполняем все необходимые документы для прохождения в нейтральные воды. Сдаем паспорта, дайверские сертификаты. Собираем акваланги для утреннего погружения. Поскольку ночь предстоит короткая, решаем встать попозже, в 9 утра, и нырять после завтрака. В последующие дни первое погружение будет проходить в 6-7 утра, перед завтраком. Утро следующего дня. Наша яхта снимается с якоря в порту Травка-Марина. Впервые я вижу у портовых причалов и на внутреннем рейде такое огромное количество кораблей, прогулочных яхт и катеров. Редкие суда, в том числе и наш VIP One, покидают порт и выходят в море.
Причина – нестабильная политическая ситуация в стране и резкое сокращение числа туристов. С одной стороны, это нас радовало во время сафари. Мы в одиночестве наслаждались подводными красотами посещаемых дайверских сайтов. С другой, было обидно за местных жителей, ставших заложниками политического коллапса в стране и потерявших стабильный заработок. Мой старый друг, шкипер яхты Мухаммед по прозвищу Доллар, выполняет роль капитана. Кстати, капитан Випуана – бельгиец по национальности, и его из всех моих знакомых дайверов никогда в глаза никто не видел. Попивая горячий кофе, Доллар Мухаммед выводит яхту в открытое море. Управлять судном среди скопления кораблей ему помогают матросы на быстроходных «Зодиаках». Впереди нас ждет Рас-Кати. В честь какой Кати назвали этот мыс, мне так никто и не смог объяснить. Но сутки, которые мы провели на этом локальном сайте, были роскошными. Первое пробное погружение. Кому-то надо проверить снаряжение, кому-то отвесить необходимое количество грузов, кому-то просто почувствовать теплую соленую воду Красного моря. А мне в первую очередь сделать первые подводные кадры нынешнего сафари. Вновь окунуться через объектив видеокамеры в этот волшебный мир изумрудного царства. Рад приветствовать деструктивные элементы! One момент. Быстрые «Зодиаки», их на яхте 2, везут нас на следующее погружение. Мы еще в районе локального сайта, но уже находимся к югу от Шарм-эль-Шейха на территории Национального природного парка Рас-Мухаммед. Сайт называется «Мыс Газлани». Глубина погружения от 25 метров. Идем вдоль рифа, вокруг огромные горгонари. На 100 барах – это половина 15-литрового баллона с воздушной смесью. Уменьшаем глубину и медленно поднимаемся вверх, приближаясь к рифу. Как и обещал нам наш гид, здесь, на Газлане, встречаем триггеров и большое количество гигантских пятнистых мурен. Мои товарищи с опаской обходят этих ужасных на вид морских рыб из семейства муреновых или угрей. Но я-то знаю, что эти ужасные на лицо мурены добрые внутри. Почти слепые, охотятся только ночью. Мурену даже можно погладить, но только не за хвост. Любое касание позади головы она воспринимает как нападение. Первое погружение и первое впечатление сафари. Искатели приключений делятся ими, едва взойдя на борт, даже не успев скинуть с себя гидрокостюмы. То есть, в принципе, я не сомневался, что так будет. Представляешь, треснул, блядь. Один день и ты говоришь. Что? Смотрите. На календаре заканчивается октябрь. Дома в Уфе, по словам близких, пасмурно и сыро. Здесь, на севере Красного моря, разделяющего на узком промежутке два континента, Азию и Африку, плюс 30. Неимоверно печет солнце. И лишь морская прохлада немного освежает тело. Ближе к ночи жара спадает, и мы начинаем готовиться к ночному погружению. Люблю я ночные погружения. Кого-то кромешная темнота вокруг беспокоит, а меня, наоборот, успокаивает. Когда глаза привыкают, ты даже начинаешь различать очертания подводных рельефов. Но стоит включить фонарь, и дикая красочная палитра ночного подводного мира буквально ошеломляет тебя. Только ночью можно увидеть многих обитателей дна. Днем они становятся невидимками, прячутся в пещерах, расщелинах, под камнями, зарываются в песок. Как правило, ночные обитатели моря более опасны для человека, чем дневные. Поэтому во время ночных погружений следует вести себя очень осторожно. Чем ярче и живописнее окрас у рыбы или моллюска, тем сильнее яд. Животное словно предупреждает тебя: лучше меня не трогай.
Мне кажется, что режиссеры-фантасты все свои наиболее удачные кинематографические находки сделали на морском дне. И именно ночью. Ну чем это не планета Пандора из нашумевшего фильма «Аватар»? Похоже на живые цветы, но это всего лишь морские ресничные черви. В лучах фонарей светится зоопланктон. Словно кометы проносятся морские коньки. А вот на охоту вышла рыба-зебра. Ей нравится охотиться при свете фонаря. Очень удобно. А вот мурена, наоборот, свет не любит. Яркий луч больно бьет в ее подслеповатые глазки, и мурена старается отвернуться. Не будем ее мучить. Вместе со мной по ночному дну гуляет с камерой Хуч. Всего 2 года назад инструктор дайвинга из Лондона купил себе фотокамеру с подводным боксом. Но его снимки уже достойны журнала National Geographic. Хуч обожает макросъемку. И как он находит таких крох в ночном море. Ночь продолжается, но нам пора всплывать. На исходе воздушная смесь в баллонах. Да и чувствуется, что организм начинает переохлаждаться. Температура воды все-таки на 10 градусов ниже температуры тела. Новый день принесет новые приключения.